В лето 1277-го поедоша князи в татары. И захотел царь Менгу-Тимир пойти войною и повелел всем царям с боярами своими и слугами снаряжаться с ним. И пойде сам царь Менгу-Тимир с князьями русскими, и поможе Бог князьям русским, взяша славный град Ясский Дадоков, зимой месяца февраля в 8-й день, и полон и богатств много взяша, иных смерти предаша, а град их пожгоша. Это первое в отечественной истории упоминание легендарного города Дадоков, уничтоженного монголами. В эти несколько строчек из Симеоновской летописи уложилось все, что мы сегодня знаем об этом городе, каким он был и что с ним стало. А между тем с ним связана одна из важнейших страниц истории России. Именно поэтому уже много лет остается открытым вопрос: где он находился, град Ясский Дадоков? Большой знаток ингушского устного фольклора, писатель Кадзоев Исса посвятил целую часть своего романа-эпопеи «Галгай» описанию обороны и падения средневекового кавказского города под названием Дадиков. О Дадиков наши старики, те, которые ушли, те, которые были стариками, когда я был мальчиком, они очень часто много рассказывали про Дадиков. Дадиков елар дади вуях. Был дади. Дади — это значит дедушка. Основал ее какой-то дедушка, какой-то старый человек. Пришел со своими сыновьями, основал этот город. А потом у него было 7 сыновей или 8 сыновей, как бывает обязательно по преданию. И вокруг него собрались, род его собрался, а потом другие город из обыкновенного поселения Пхе вырос город Дадиков. Но идентичен ли город Дадиков из ингушского предания городу Дадакову из русской летописи, разоренному ханом Менгу-Тимуром? Узнать это возможно, лишь определив место, где он располагался. И поможет нам в этом поиске монах, старец Александр, свидетель одного жестокого убийства, изменившего ход истории России. 1304 год. Вот уже почти 80 лет, как раздираемые междоусобицами, но формально единая в рамках Владимирского княжения Русь, находится под пресловутым татаро-монгольским игом в вассальной зависимости от Золотой Орды. Только что скончался великий князь Владимирский Андрей, сын Александра Невского, и основным претендентом на главный русский трон по праву наследования становится его племянник, 33-летний тверской князь Михаил. Однако все было не так просто. Молодому претенденту еще предстояло нелегкое путешествие к самому великому хану в Орду за официальным разрешением, ярлыком на княжение. Но вот именно надо было лично явиться к хану, пройти некоторые обряды очищения, чтобы попасть к нему на прием. С точки зрения православных эти обряды были унизительные, но приходилось это проходить, потому что надо было кланяться каким-то священным деревьям, проходить между очистительных огней. Но в результате тот, кто проходил, они все, кстати, проходили, не все, значит, готовы были на это. Но вот тот, кто проходил, а потом, видимо, нравился хану или договаривался с ним о верном служении, тот и получал ярлык. Великий хан Золотой Орды Тахта, сын того самого хана Менгу-Тимура, штурмовавшего Дадоков, оказался доволен кандидатом, и Михаил Тверской получает заветную грамоту. Но не все в русских княжествах смогли смириться с решением великого хана. Было, в принципе, два кандидата на трон великого князя Владимирского. Это московский князь Юрий Данилович и Михаил Ярославич Тверской. Но вот Михаил Ярославич Тверской на ступеньку выше стоял в родовом дереве Рюриковичей. Юрий Данилович приходился ему двоюродным племянником. Соответственно, Михаил Тверской был старший, поэтому он по праву занял этот трон. Но уже до этого у него были столкновения с Юрием Даниловичем, поэтому, судя по всему, Юрий Данилович затаил обиду
несмотря на то, что он претендовал на трон в нарушение всех норм, тем не менее, видимо, он хотел все-таки стать великим князем Владимирским, несмотря ни на что. Вот такой был человек он. Человек, который решил любой ценой получить ярлык на Великое княжество. Любой ценой, ничем не брезговать. На этот раз планам Юрия не суждено было реализоваться, но Юрий умел ждать. С этого момента ничто из действий великого князя Михаила не ускользало из поля его зрения, а посмотреть было на что. Золотая Орда – крупнейшее на средневековой карте мира государство, владения которого простирались в Европе и Азии. Подданные империи, люди самого разного происхождения, отличались друг от друга внешне, говорили на десятках языков и исповедовали разные религии. Но всех их объединяло одно – они должны были своевременно платить ей дань. Но как любые завоеватели, после того, как совершено главное, они хотели спокойной, сытой жизни, они благоденствовали лет 300. Они были властелинами вселенной, и, собственно, они с самого начала этого хотели. Максимально себя избавить от хлопот экономических и ежечасных. Казна Золотой Орды пополнялась за счет налогов, поступающих от жителей завоеванных территорий. Колоссальный фискальный аппарат государства работал как часы. Сбор дани с населения был важнейшей обязанностью глав золотоордынских автономий. Главная задача как раз князей – рассылать своих сборщиков дани и собирать дань, потом собирают эту дань в кучку по отдельным властям, потом в главный город приводят княжество, местный князь везет туда, куда скажет великий, и уже представитель великого князя, или он лично, везет в Орду. Вот такой длинный процесс, круглый год это происходит, но раз в год отправляются обозы. Особой скрупулезностью в вопросах налогообложения в свое время отличался все тот же Менгу Тимур. При нем вместе с правом на управление территорией средневековые управленцы в Золотой Орде получили финансовый реестр ожидаемой цифры сбора. Дань была огромной, приходилось много трудиться, ездить по всем княжествам, каждому князю, чтобы собрать эту дань. Основная сумма, она называлась на Руси «выход». Эту сумму потом распределяли между всеми монгольскими воинами. Ну, фактически все монгольские семьи получали по кусочку. Ну, понятно, что начальники побольше, остальные поменьше. Вторая часть этой дани, то, что называлось царева дань. Это то, что шло лично хану. И Михаил Тверской успешно выполнял свою главную обязанность перед ханом. Горели города, были битвы великие и сечи злые, и били мужей, и числа им не было, со слов летописцев. Но дань с русских земель поступала в Орду без опозданий и в необходимом количестве, несмотря ни на что. За 10 последующих за этим лет Михаил окончательно завоевывает расположение хана Тахты и выводит отношения с Ордой на совершенно новый уровень. Но в 1313 году хан Тахта умирает, и новым великим ханом Золотой Орды становится Узбек. Меняется хан, значит, все прежние договоренности аннулируются. Снова надо ехать в Орду, снова надо доказывать свою лояльность, авторитет, снова получать ярлык. И вот тут как раз оживился Юрий Данилович, и вместе с новгородцами они решили воспользоваться ситуацией. И мне хотелось бы, честно говоря, узнать, кто посоветовал Юрию Даниловичу посвататься к сестре хана Узбека. Мы же не знаем, как он мог воспылать любовью к женщине, которую в глаза не видел. Но это был очень умный ход, потому что тем самым автоматически Юрий Данилович получал в союзники хана Узбека, и он мог рассчитывать на трон Владимирский. Московский князь Юрий женится на Кончаке и, став зятем великого хана, склоняет на свою сторону его приближенного Кавгадыя, монгольского посла в русских княжествах. А тем временем, ничего не подозревающий Михаил, подтвердив ярлык на княжение у нового хана, продолжает править Русью. Но над ним уже собирались тучи. Проблема в чем была? Что до Михаила Тверского были такие контролеры, назначенные ханом, баскаки. Они лично дань не собирали, но постоянно следили за князьями, чтобы те, собирая дань, себе в карман ничего не оставляли. А Михаил Тверской, на свою беду, видимо, он добился того, что баскачество было отменено. Настолько Тахта ему стал доверять, как раз, что баскачество было отменено вот как раз примерно в 1312 году. То есть вот эти последние 5 лет до Бартеневской битвы контроля за финансовыми потоками, говоря современным языком, не было. И надо полагать, такое обстоятельство, дававшее простор для массы подозрений, не могло остаться незамеченным в Орде, хоть и не без помощи его врагов. В 1317 году Узбек отдает ярлык на Великое княжение Юрию Московскому.
Михаил Тверской вынужден принять волю хана и признает Юрия великим князем Владимирским. Это он публично признал, но это не значит, что он отказался от своей идеи вернуть ту власть, которую потерял. Причем потерял незаконно. Михаил Тверской, затаив обиду, начал, судя по всему, готовить войска, но Юрий Данилович прекрасно понимал, что Михаил Тверской не успокоится. И в самом конце 1317 года он идет войной на Тверь. С ним два его брата, посол Кавгадый со своим войском и молодая жена Кончака. Михаил встречает войска Юрия в деревне Бартенево. Когда выдвинулся против московских полков, вот Бартеневская битва, декабрь 1317 года, оказалось, что вместе с московскими полками стоят еще и монгольские полки. Там видно было по вооружению и по стягам. Кавгадый-то как раз со своим отрядом пришел. В принципе, он мог и не приходить, это его решение было. У них автономия была достаточно большая, у монгольских послов. Хотят вмешиваться, хотят не вмешиваются. Но Кавгадый, значит, решил вмешаться. Присутствие в войске Юрия монголов и стало роковым обстоятельством для Михаила. Междоусобные войны ханом допускались, есть версия, что и поощрялись. Но битва с монгольскими воинами считалась уже прямым посягательством на власть Орды. Итогом битвы, получившим название Бартеневской, стало то, что Юрий Московский бежал с поля боя, а монгол Кавгадый, брат Юрия Борис и Кончака, сестра узбека, попадают в плен к тверичам. И без того невыгодное положение Михаила перед Ордой усугубляется внезапной и необъяснимой смертью в его плену Кончаки. О причине этой смерти спорят по сей день. Юрий подослал своих отравителей, так, подкупил кого-то из этих служанок, ее отравили. Для того, чтобы обвинить Михаила в том, что он отравил не жену Юрия, а сестру узбека хана. Но есть и другое мнение. Ведь убийство сестры хана было слишком крутым и чреватым поступком для вассала. Никому не было выгодно, но сама по себе смерть привела к тому, что лучше всего воспользовался ситуацией все-таки Юрий. Пункт 3 в обвинении на суде Михаила Тверского: уморил сестру хана. Но было еще первые два пункта. Утаивал дань и воевал с послом хана. Эти три обвинения были выдвинуты против Михаила на ханском суде, который состоялся осенью 1318 года недалеко от города Дадаков. Итак, узбек вызывает к себе Михаила Тверского. В пути князя сопровождают приближенные, в числе которых находится и тот самый старец Александр, духовник князя, который позже опишет этот поход. 6 сентября 1318 года кортеж Михаила настигает ханское кочевье в устье реки Дон. В этом году узбек готовился к походу против хулагидов в Закавказье и находился на своем пути из столицы Золотой Орды, Сарая-Берке, на юг Северный Кавказ, попутно формируя войска. Тверичи присоединяются к кочевью и дальше следуют уже вместе с ним, где на одной из его больших стоянок, ставке, над Михаилом Тверским, состоится суд. Дадим, наконец, слово старцу Александру. Вот как он описал местность, которую хан выбрал для стоянки. За рекою Терком, на реке Севенцы, под городом Тютяковым, минувши горя Высокая, Ясская и Черкасская, близ врат железных. Вслед за ним летописцы более позднего времени вносят в эти строки ряд уточнений. У болвана Медяного, у Золотые главы, у Тимиревы, у Богатыревой могилы, гласит Никоновская летопись. И, наконец, летопись Симеоновская, на реке Нае, у города Дадакова. Итак, мы имеем название 3 рек, 2 горных цепей, 3 загадочных пространных ориентиров и, собственно, искомого нами города Дадакова, от которого к тому времени, скорее всего, еще оставались какие-то руины. Для начала присмотримся внимательно к географическим ориентирам. Терк. Михаил Тверской присоединился к орде хана Узбека на Дону, где-то вот под современным Ростовом. И оттуда движение началось на восток. И когда движешься от Дона в сторону Центрального Кавказа, в летописи говорится, что они перешли реку Терк. Но о том, что это Терек, все исследователи согласны. Горы Ясские и Черкасские. Если перейти Терек,
Потом называются Великие горы Ясские и Черкасские. Сунжский хребет, который по-ингушски называется Арх, но в древних летописях он указан как Ясские горы, а Терский хребет указан как Черкасские горы. Севенс. Когда они перешли Терские и Сунжинские хребты, Великие горы Ясские и Черкасские, они дошли до реки Сунжи, до реки Севенец. Севенец, опять же, это река Сунжи, потому что здесь не может быть никаких сомнений. Под названием Сеунж, Севенс и прочих река Шолжа, которая в переводе с ингушского означает «ледяная, холодная», упоминается во многих персидских и русских исторических хрониках. Ная. Что касается реки Ная, то на Северном Кавказе нет, на наш взгляд, вот мы не нашли ни одну речку с названием, похожим на Ная, кроме как речки Нясархи. Нясархи, она наиболее соответствует названию реки Ная. В названиях реки Ная и Нясар содержится одно слово «на». Оно означает «мать». Нясар – материнская река. Потом это название пришло ко всей долине, и мы сегодня называем матерью название. Нясархи – это небольшой приток реки Сунжи, ответвляющийся от нее как раз в районе долины Нясаря, Назрани. И тот, кто пробыл хотя бы некоторое время на реке Севенцы, именно в этой местности, непременно должен был увидеть и Наю, что и подтвердил летописец. Полностью укладываются в карту местности и следующий ориентир. Врата железные. Железные ворота – это Дарьяльский проход, который очень хорошо виден с территории расположения Назранской крепости. Вместе с тем, под железными воротами мог подразумеваться и конкретный пункт перед входом в Дарьял – сама застава. Врата железные, они находились в районе города Буру. Буру или Бур – это старинное ингушское название укрепленных застав, постов. Одна из таких застав у входа в Дарьяльское ущелье дала название целой местности, рядом с которой в 1784 году была воздвигнута русская крепость Владикавказ. Как повествуют исторические документы, генерал-аншеф Толмачев, будучи приглашенным в гости в старинный Гулуан ингушского тейпа Гудантовых, взобрался на его вершину и, обозрев окрестности, выбрал место для будущей крепости. Галуан, или Гал, на который взобрался генерал, был частью большого фортификационного сооружения, которое у ингушей называется Гап или Гапков, двор крепости, известный в русской транскрипции как Капкай. Таким образом, на месте, где издревле стояли ингушские посты у входа в Дарьял, возникла крепость русская. Ингуши по сей день называют Владикавказ, сегодня столицу Северной Осетии, своим старинным словом «буру» – «застава». А ворота таможенных застав на Восточном и Центральном Кавказе обивались железом. Отсюда и название «Врата железные». И описываемая нами местность, в которой Нясархи отделяется от Сунжи, называется Бурокале, буквально «под заставой». Таким образом, мы смогли достаточно точно локализовать местность, которая наиболее соответствует описаниям летописцев. Кроме того, многочисленные исторические данные подтверждают правильность результатов нашего поиска. Хан Узбек тут оказался не случайно. Тут даже много искать не нужно. Ставка хана находилась там, где сейчас Плива находится. Почему? Во-первых, река. Во-вторых, ровная плоская земля, которую очень любили монголы. И дальше пастбище, все. Это самое удобное место. И еще Боракаш. Там, где находится ханский бег Золотой Орды, там, где он себе поставил могилу, где он себе мавзолей поставил, это поставил там, где он жил. Подтверждает это и слова историка-кавказоведа Виталия Виноградова. Резиденция монголо-татар одно время располагалась на левобережье Сунжи, именно там, где стоит Боргакаш.
Погребальные мавзолеи строились степняками не на случайном месте. И если на берегу Сунжи поднялась гробница ордынского владетеля, то для этого были веские основания. Среди них главные – здесь был традиционный район татарских кочевий. Борга-Каш – типичный мавзолей эпохи Золотой Орды, построенный в 1406 году на одном из склонов Сунжинского хребта, тех самых Ясских гор. Это единственный в своем роде памятник архитектуры на всем Северном Кавказе. На входе в мавзолей написано имя усопшего – Бек-Султан, сын Худайнада. Из ингушских преданий известно, что этот человек принадлежал к племени Борга, то есть брагунов, которых отождествляют с современными крымскими татарами. Отсюда происходит и ингушское название мавзолея – Борга-Каш, могила брагуна. Из тех же преданий о Бек-Султане мы можем судить об отношениях ингушского населения, оставшегося жить на равнине после погрома Магаса под властью Золотой Орды, с ней. Они были достаточно тесными, вплоть до династических браков, по крайней мере в поздний период ее существования на этой территории. Это уникальная старая карта Ингушетии, на которой кроме наименований населенных пунктов достаточно подробно указана аутентичная топонимия местности. Посмотрите, Борга-Каш стоит на холме, который называется Шейх-Гуф. Местность позади нее обозначена как Туб-и-Ла-Те, буквально «там, где стояло войско». Начиная от места, где сейчас находимся мы, в селе Газиков, на правом берегу реки Сунжи, и вверх до селения Средние Ачалуки, раскинувшегося среди Ясских гор, и находилось осенью 1318 года огромное ханское кочевье. Сотни шатров и дворов занимало 100-тысячное войско и конница, ордынская знать с семьями и прислугой, европейские послы, сам хан с царицей Баялынь. Находились среди них и шатры двух русских князей – Михаила Тверского и Юрия Московского. Первый суд над Михаилом состоялся 21 октября 1318 года. Судьей был Кавгадый, союзник Юрия Московского, а истцами выступили русские князья во главе с последним. «Много дани ты взял с городов наших, а царю не отдал». Так звучало их обвинение со слов летописца. Об этом очень, к сожалению, мало пишут в учебниках, но я могу сказать, к сожалению, с точки зрения исторической правды. Для Михаила это счастье, потому что в какой-то мере это ведь его чернит. Судя по всему, он собирал дани больше, чем отвозил в Орду. То есть он говорил людям, что якобы, значит, монголы требуют такую-то сумму, а монголы требовали поменьше чуть-чуть. Да? И вот эту разницу он оставлял себе. Вот это называлось утайка дани. Юрий Данилович, судя по всему, не просто об этом узнал, но и какие-то доказательства собрал. Второй суд состоялся только через неделю, 28 октября. На этом суде Михаил был уже связан. Царевой дани не давал, против выступить осмелился и княгиню Юрьеву повелел уморить, настаивали обвинители. Михаил отрицал, но был осужден. В тот же вечер его заковывают в кандалы люди 7 русских князей. Затем, избив и прогнав его свиту, они начинают мародерствовать в шатре. Так прошла ночь, и наступило тяжелое утро следующего дня. На шею Михаилу водружает огромную деревянную колоду. В таком положении узбек неоднократно водит его с собой, конного, на охоту. На 23-й день пребывания в колоде и без того тяжелое положение Михаила усугубляется. Позорный столб на площади, он привязан, и все желающие могут над ним издеваться. Вот желающие тут же нашлись, кредиторы, которым он задолжал за предыдущие поездки, да и за эту, видимо. Плюс еще представители московского князя, желающие над ним поглумиться. Ну и плюс всегда находятся, видимо, люди, которым просто интересно, да, там, поиздеваться над каким-то там чужаком или там осужденным. Даже они не вдаются в подробности. Вот в него камни кидали, в него грязь кидали, над ним, значит, издевались словесно. Но были и другие люди. В один из дней, когда Михаил находился на охоте с узбеком, ему предложили бежать. Там любопытно, что накануне, когда стало известно, что завтра Михаила Тверского убьют, его окружение, князья сказали: княже, кони и люди готовы, бежим в горы. А куда в горы? Это как раз ущелье, которое выводит в горную Ингушетию. Действительно, горы Кавказа были единственным независимым от Орды местом на многие тысячи километров вокруг. Путь из равнинной ордынской Ингушетии вел в свободные Ингушские горы. Для Михаила и его свиты это был шанс на миллион.
Скорее всего, мы уже не узнаем, кто именно был инициатором побега князя, его окружение, купцы или местные жители Ингуши. Но кто мог быть непосредственным исполнителем побега, настолько уверенным в успехе и отчаянным, чтобы вывести пленников повелителя половины мира из окружения 100 тысяч вооруженных до зубов воинов, готовившихся, как мы уже знаем, к войне? Только те, кто делал это неоднократно. Обитатели Ингушских гор. Нетерпимые к завоевателям, но малочисленные, они использовали в борьбе с ними именно тактику подобных спецопераций. Внезапно, быстро и максимально эффективно. Небольшая группа воинов, самые отчаянные, самые ловкие, самые стремительные, на самых стремительных конях налетали они, брали охрану всю, перебивали, тот, кто оказывал сопротивление, он уничтожался. Это был их стиль сопротивления монголам, вошедший в исторические трактаты тех лет. И побег Михаила Тверского, скорее всего, прошел бы по такому же сценарию. Воины наши хотели его отбить у монгол. И отбили бы, если бы он согласился. Но, возможно, после этого тверчане пострадали бы очень сильно. Даже если бы ему действительно реально помогли бы бежать, он знал, что чем это кончится. Все равно пойдут рать, разорят Тверское княжество. То есть это как заложники. И Михаил Тверской отказался от побега. Наступило 22 ноября 1318 года. В шатер к Михаилу ворвался взволнованный отрок с криком «Едут от Орды!». Вижу, окружает толпы зевак. В ту же минуту в шатер врываются убийцы, люди Юрия Московского. А потом вот эта вся арава-банда натуральная двинулась, и они зарезали Михаила. Доподлинно известны имена двух убийц – Иванец и Романец. Последний в выступлении дошел до того, что вырезал князю сердце. Жестокостью убийц потрясен даже видавший виды монгол Кавгадый. «Не отцом ли тебе был сей князь великий? Почему тело его нагим брошено?» Обращается он к Юрию Московскому. Юрий накрыл тело Михаила своим плащом. «И положили его на большой доске, и подняли его на телегу, и крепко перевязали веревками, и перевезли за реку, называемую Адиш, что значит горесть. Ибо воистину горесть была в тот час нам, братья, когда увидели мы такую унизительную смерть господина своего». Так вспоминал старец Александр. Тело Михаила еще целую ночь пролежит на берегу Адижи, и тверичам будет запрещено приближаться к нему. А утром следующего дня бояре нового великого князя повезут тело Михаила через Маджары в Москву. Такое демонстративное поведение для всех остальных князей, что полный господин над Русью – это теперь Москва. Московский князь хочет, даже тело отдаст, не хочет, не отдаст. Пришлось торговаться, выкупать тверским боярам и, значит, родственникам Михаила тело его выкупать, чтобы произвести погребение уже в Твери. Юрий победил. Но окончательно разрешился жестокий спор русских князей за трон, разыгравшийся на Кавказе, на удивление по-кавказски. Правда, и его настигло наказание, но он все-таки сохранял свой ярлык до тех пор, пока не встретил в Орде сына Михаила, Дмитрия Грозного-Отча. И тот совершил суд Божий, а с точки зрения хана самосуд, и несмотря на то, что Дмитрий знал, что его тоже казнят, он все-таки убил Юрия Даниловича. Ну, это получается кровная месть, око за око, зуб за зуб. Итак, мы дополнили картину последних дней Михаила Тверского и получили еще один ориентир в поисках Дадокова. Адиш. Вода Адиш продавалась в аптеках СССР по 10 копеек за бутылку. Советским гражданам рекомендовалось употреблять ее при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Приятный столовый напиток, хорошо утоляющий жажду, источник которого находится в селении Средние Очелуки. Так описывали горькую воду из летописи XIV века в справочнике минеральных вод СССР, только уже под названием Очелуки. Именно так называется сегодня Адиш.
Собственно, Ачалуки – это группа небольших речек, образовавшихся от стоков многочисленных в этой местности питьевых целебных источников, давших в конце концов название и всей долине – Ачалки. Но как река Адиш стала рекой Ачалуки? И зачем тело Михаила везли сюда 15 километров из долины Нясари только ради того, чтобы оно пролежало здесь одну единственную ночь? Так как эта территория, Северный Кавказ, был включен в состав Золотой Орды, очень много тюркских топонимов появилось на этой территории. И из этого ряда и название реки Ачалуки. А если точнее, смесь тюркского и ингушского. Каждый из минеральных источников по сей день имеет свое название, зависящее от вкусовых качеств воды, как, например, дирхи, мистхи или кахи. Кахи, один из самых крупных питьевых источников в системе, переводится как «горькая вода». Река, образованная им, также крупнейшая в речной системе Ачалуков. Видимо, именно название этого источника пришельцы-золотоордынцы и перевели на тюркский «адж» или «аджалык», так как эти названия на обоих языках означают одно и то же – «горечь». И именно в тюркском варианте и узнали ее название, находящиеся среди них тверичи. Однако тюркское название реки прижилось и среди ингушей, но они прибавили к ней свое привычное «хи» – «вода». И так Кахи превратилась в Ачалкхи. Ответ на второй вопрос кроется в природных особенностях и истории самой Ачалукской долины. Минеральная система Ачалуков включает в себя не только питьевые источники, но и многочисленные теплые серные, обладающие специфическим запахом и активно формирующие экосистему местности. Вкупе с сухим климатом это приводит к тому, что без человеческой деятельности местность эта довольно быстро становится заболоченной и неудобной для проживания, что и произошло в описываемый нами исторический период. В результате многочисленных монгольских экспансий во времена хана Узбека, ровно через 40 лет после падения Дадокова, Ачалукская долина стала представлять собой малолюдную болотистую местность, что отметил и тверской монах, обративший внимание на большое количество диких зверей и пресмыкающихся, обитавших там, и начнет вновь заселяться ингушами лишь после развала Золотой Орды в XV веке. Процесс этот весьма подробно описан в старинной песне-легенде «Мехканан», повествующей о ногайско-кабардинском походе 1562 года против ингушей. Народ наш в то время богатый, живущий в долине Доксольджи, размножился быстро до гор Ачалукских и жил бы доселе, если б не дьявол, которому стало досадно, что людям привольно живется, поется в песне. Долина Доксольджи – Большая Сунжа. Это современный пригородный район, а Ачалукские горы – район долины Ачалки. Таким образом, становится очевидно, что лишенное на первый взгляд смысла действия с телом князя было своеобразным продолжением казни. Тело намеренно оставили в безлюдном болотистом месте, полном диких животных, на целую ночь. Отсюда же, по единственной в этом районе и существующей поныне дороге через Терский хребет, его повезли в Маджары. Конечно, сегодня в Ачалуках все иначе. Долина давно превратилась в настоящую ингушскую здравницу. Целительные серные источники превратились в термальные бани. А горькую воду из летописи разливают на суперсовременном заводе минеральных вод и, как прежде, развозят по всей стране. И только небольшой памятный знак на берегу реки Кахи напоминает нам о трагическом событии 1318 года, поставившему точку в споре Твери и Москвы. Но вернемся к нашему поиску и обратимся к летописи еще раз. «И терпел блаженный князь Михаил несказанную ту муку 26 дней за рекою Терком, на реке Севенцы, под городом Тютяковым, как минешь горы высокие Ясские и Черкасские, близ врат железных, на реке Ная, у болвана Медяного, у Золотые главы, у Тимиревы, у Богатыревой могилы». Итак, перейдя Терек, затем Терский и Сунжинские хребты, тверичи оказались у реки Сунжи, в районе, где от нее отделяется Нясархи. Текст летописи однозначно указывает на то, что Михаил и его свита оставались на этом месте почти все время пребывания князя в Ставке. То есть шатер Михаила стоял именно в междуречье Сунжи и Нясархи, в местности Боро-Кале близ Назрани, название которой, как мы уже сказали, содержит в себе ее положение относительно врат железных и откуда Дарьялский проход виден невооруженным глазом. Отсюда происходит первая версия местонахождения Дадокова. Дадиков находится в междуречье Сунжи и Назранки, на территории Назрани, современной Назрани.
на высоком мысу, на хребте, который называют ингуши Дяхдук, долгий хребет. После казни тело Михаила перевезли за реку Адиш, в район современных Средних Очелуков, с которым связана версия вторая. По нашему мнению, местонахождением города Дедякова, средневекового города, может быть являться местность в районе селения Средние Очелуки в Ингушетии. Но у нас есть в запасе еще два ориентира. Возможно, они помогут нашему расследованию. Болван медяной «Золотые главы». То если посмотреть из Назрани или из селения Барсуки в направлении на Средние Очелуки, в район, скажем, Синкир, то на вершине, между этими населенными пунктами, Средними Очелуками и Назранью, находится вершина Гезмечурт. И гора называется Гезмечурт, это наиболее высокая точка. И название этой вершины в переводе звучит как «бронзовый памятник». Слово «гез» по-ингушски обозначает бронзу, что соответствует примерно и меди, потому что бронза – это сплав меди. Вот, поэтому оно соответствует этому ориентиру. Кадзоев Нурдин отождествляет этот ориентир с горой Тушоли. Название этой горы происходит от некогда находившегося на ней святилища богини плодородия Тушоли, в которой хранилась ее знаменитая медная маска. Возможно, что вот под идолом «Золотые главы» имеется в виду именно идол богини Тушоли, который находился на этой местности в те времена. Темирева Богатырева могила. Здесь речь идет о мавзолее Боргакаш. Дело в том, что во времена Узбека, в 1318 году, это мавзолей еще не было на этой местности. Он построен через 100 лет, примерно через 100 лет, в 1405-1406 годах. Мавзолей, находящийся недалеко от Назрани, упоминается только в варианте летописи XVI века, а значит, речь действительно может идти о нем. Но на исследуемой нами территории есть еще одно сооружение, которое также подходит под описание этого ориентира. В районе селения Нижние Очелуки, Дабиюрт, находится гора, на которой на карте, на старой карте отмечена древняя крепость. Эта гора, она называется Темрха-Буарс. Буквально «могила Темрха». Это древнее городище, находящееся на одном из склонов Сунджинского хребта. Словом «буарс» в ингушском обозначается любая искусственная насыпь, будь то могила или укрепленный земляной вал, как в данном случае. Темрха-Буарс – один из тех самых буру, о которых мы уже упоминали. Их очень много на территории плоскостной Ингушетии. Они легко узнаваемы из-за своей специфической формы, и все объединены общим названием Бурбаарс – укрепленная насыпь. Наличие или же отсутствие такого рода сооружений на изучаемой территории – важный пункт в поиске Дадокова. И вот почему. Город был дотла сожжен, и летописцы пишут вот после этого разорения Дадиков о нем как о славном городе, то есть очень богатом. Этот город находился на трассе Великого Шелкового пути, естественно, был очень богатый. Обеспечением безопасности грузоперевозок занимались местные жители. И бурбаарзы – это часть средневековой системы наблюдения и охраны транспортных магистралей. На уже знакомой нам карте Темрха-Буарс действительно обозначен как древние крепости. А это значит, что вплоть до недавнего времени на этом Бурбаарзе еще существовали остатки каких-то сооружений. Отдельные фрагменты старинной кладки на некоторых холмах в этом районе наблюдаются и сегодня. Можно определить, где проходили эти ветви Шелкового пути, потому насколько густо здесь расположены древние городища. А в горной зоне потому, насколько густо расположены вот эти наблюдательно-сторожевые башни. И если взять карту и нанести на карту все эти городища, эти башни, вот можно определить основные пути, основные ветви Великого Шелкового пути. Если встать на вершину Темрха-Буарс, можно увидеть другую вершину – Дидигуф, находящуюся в Средних Очелуках, а с вершины Дидигуф видна Була-Буарс из верхних. И так вглубь Ингушетии до самых гор.
В горах ингуши встречали караваны уже с верхушек башен, воов, которые называют боевыми. На самом деле, это основная функция этих башен, это сторожевые наблюдательные функции. Потом, когда эти караваны прекратили свое движение по горной зоне, уже в 16, 17, 18 веках, они уже стали так маленькие крепости для межродовых столкновений. В войне против оснащенной стенобитным или пороховым оружием армии они никак не могли помочь оборонявшимся, что показала позже Кавказская война, когда эти башни взрывали средним зарядом динамита. Проследуем и мы по шелковому пути, изучая обе версии местонахождения города. Итак, караваны выходили из Дербента и двигались к Черному морю через все густонаселенные города и поселения. Одна из ветвей шла вдоль реки Сунжи. И первым крупным пунктом на пути караванов в пределах исследуемой нами территории был район современной Назрани, где находится Дяхдук, длинный хребет, с которым Кадзоев Нурдин связывает дадоков. Это было стратегически важное место во все времена. Он охранял вообще вход в Назранскую долину. Здесь же была основана, не зря была основана русская крепость. Остатки Назрановской крепости, воздвигнутой для охраны военно-грузинской дороги в 1810 году, еще сохранились на том самом длинном хребте. На части территории бывшего Дадикова находится сегодня Назранская крепость. Здесь же отмечены валы, рвы огромные, и сама местность, она была людьми подготовлена к обороне. И делались здесь стены были. Стены с башнями, наподобие тех, которые имеются в горной зоне. Но здесь вот отличие, материал был другой. Не камень, а сырцовый кирпич, который был более выгоден для обороняющихся из-за его амортизирующих свойств, что важно при бомбардировке метательными орудиями. Но в то же время, в отличие от камня, горел. Поэтому вот, при разведке этой территории, при осмотре этой территории наблюдается очень много такого толстого слоя, культурного слоя с пеплом. Земля перемешана с пеплом, в котором мы находим очень много средневековой керамики этого периода, костей домашних животных и много другого материала. Далее караваны шелкового пути двигались по 3 веткам. Одна уходила в горы по Асинскому ущелью, вторая по Камбелеевке на Юалхате. Нас интересует третья – на Чулуки через Сунжинский хребет. Город Дедяков, он называется Ясским городом. А так как Сунжинский хребет, он, значит, имеется в виду Ясские горы, то Ясский город должен располагаться на Ясских горах, то есть на Сунжинском хребте. Средние Чулуки расположены на склонах Сунжинского хребта вдоль дороги, по всей длине которой находятся упомянутые нами Бурбаарзы. Судя по их расположению, караванная дорога 800-летней давности от реки Сунжи до реки Ачалуки почти полностью совпадает с современной магистралью. От Ачалуков же, по уже знакомой нам дороге через Терский хребет, она шла на Маджары. Само Средние Ачалуки, о котором мы говорим, очень выгодное расположение. Это стратегический пункт. Дороги проходили на север именно через этот пункт. Окончательно утвердить или опровергнуть обе версии смогут лишь масштабные археологические исследования. Мы же с вами достаточно близко приблизились к загадке местонахождения Дадокова и его идентичности городу Дадиков из ингушских легенд. Но с ним связан еще один любопытный момент. Дело в том, что город Дадиков, в отличие от многих кавказских городов, таких как Магас, Маджары или тот же Джулат, неоднократно появлявшиеся в монгольских хрониках в период существования Дадикова и после его погрома, не упомянут ни среди первых завоеваний монголов на Кавказе, ни среди последующих. Сомнительно и то, что монголы его попросту не завоевали тогда, так как вся Кавказская плоскость находилась в составе Золотой Орды. Он упоминается лишь в русских летописях конца XIII – начала XIV века. Исходя из этого факта, исследователи выдвигают версию, что во время первого похода монголов на Кавказ его здесь попросту не существовало. И скорее всего, что Дадоков – это город, основанный жителями разрушенных в 1239 году Магаса и прилегавших к нему плоскостных поселений. Именно прежние связи в этой местности помогли им так быстро освоиться в новых условиях и за несколько десятилетий превратить его в столь развитый город.
После Магаса вот это неправильное представление, что вот всех уничтожили, все попрятались в горах, все закрыто, и тут безжизненная такая пустыня. Вот, такого не было. Жизнь возродилась сразу после того, как эти военные столкновения прекратились, там Магас разрушен, войско монголов ушло отсюда. И вдруг монголы обнаружили, что там, где они устроили побоище, пожарище, цветущий город, обложили налогом, данью. Они несколько лет платили. А потом обнаружили, что у них достаточно воинов, чтобы дать отпор. Ага. И сказали, что мы больше платить не будем. Вот тогда-то и царь, не царь, а хан Менгу Тимур организовал поход на город Дадиков. Исследователи действительно считают, что именно перепись населения тех лет, инициированная скрупулезным ханом Менгу Тимуром на всей территории Золотой Орды, и послужила катализатором недовольства населения. На этой средневековой гравюре изображен процесс работы ханских переписчиков в Новгороде в 1259 году. Летописец сообщает, что это вызвало бурное негодование горожан, опасавшихся последующего за переписью повышения налогов. То же самое, по-видимому, произошло и в городе Дадоков. В 1254 году была проведена перепись. Но население, люди знают, для чего проводится перепись, для того, чтобы брать побольше дани, собирать. Но обычно монголы как поступали? Если дань своевременно поступала, то эти территории не трогали. Если кто-то прекращал платить дань, то совершали поход. Один из таких походов и стал роковым для города. Основной военной силой хана Менгу Тимура в походе против Дадокова были дружины ростовских князей Глеба, Константина и других. Они, как правило, когда привлекали русских воинов, когда маршрут пролегал либо с русскими землями, либо через русские земли. Вот, видимо, нужна была даже как бы буферная прослойка между монгольскими отрядами и местным населением, на всякий случай, чтобы все-таки не было восстаний, чтобы лишний раз не озлоблять население. Потому что, естественно, когда идут войска, они же попутно грабят. Посмотрите на это изображение. Это миниатюра XVI века, на которой художник запечатлел погром Дадокова. Мы видим смерть, плен, грабеж, огонь. Этот рисунок и небольшая победная заметка летописца – все, что осталось нам потомкам от некогда славного города, который перестал существовать 8 февраля 1278 года. Так уж получилось, что свои поиски города Дадоков мы начали с Твери, родины Михаила Тверского и нашего с вами проводника старца Александра. Сегодня это небольшой российский город, находящийся недалеко от нашей столицы, родины князя Юрия Даниловича, Москвы. Современные многоэтажки и торговые центры здесь чередуют старинные особняки и древние храмы. И все это пронизано памятью о князе Михаиле и былой славе Твери. Оказавшись на берегу Волги, нам было трудно избавиться от мысли, что много лет назад на берегу другой реки Очелуки лежал поруганный врагом тверской князь Михаил. Говорят, что вода запоминает все, что происходит рядом с ней. Мы привезли с собой частицу той самой горькой воды и вылили ее в Волгу. Может быть, она расскажет ей о том, как сильно скучал по ней Михаил, и еще много того, о чем мы с вами уже не узнаем никогда.